Он располагается в центре Башкортостана, у слияния рек Агидель, Караидель, Уршак и Дема и буквально окружает столицу республики. Население свыше 119 тысяч человек, и с каждым годом оно только растет. И, к слову, Уфа в его состав не входит, но административный центр находится именно здесь. Я думаю, многие уже догадались, что речь об Уфимском районе. Он знаменит своей природой, богатым культурным наследием и стремительным развитием. А вот что именно власти муниципалитета делают для того, чтобы район из года в год становился только лучше, узнаем уже сегодня. Нам предстоит обеспечить контроль за исполнением закона о языках, активизировать работу терминологической группы для грамотного оформления документов вывесок и объявлений. В основу сегодняшнего заседания легло поручение президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Оно стало базой для комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2024-2028 годы. На часах еще даже не полдень, а позади уже два важных заседания, посвященных языкам народов республики и антитеррору. И если первое прошло без замечаний, то на втором без них не обошлось. Ведь безопасность жителей на первом месте. Задачи поставлены, проблемы устраняются, работа продолжается. И пока в очередной раз одно совещание не сменило другое, мы решили лично пообщаться с главой Уфимского района. Как только зашла в ваш кабинет, обратила внимание на стол, ни намека на творческий беспорядок, все, как говорится, разложено по полочкам. Вот расскажите, что всегда должно присутствовать на вашем рабочем столе? Сложный вопрос. Здесь у меня есть и табличка по нашей экономике, на каких позициях мы находимся, по развитию, по привлечению бизнеса, по вовлечению предпринимателей в наше сообщество и помощи развитию Уфимского района. Поэтому самые основные, конечно, мероприятия. Ну, не скажу, что это основное, только недавно приобрели, начал читать книгу Аксакова, это тоже наша история развития, культурные основы нашей республики. Ну вот я смотрю, и тренажер у вас тоже присутствует. Больше для успокоения нервов. И, естественно, рабочее место современного главы не обходится без компьютера. К слову, он тоже привлек наше внимание, а точнее изображение на мониторе. Конечно, не все дела ведутся из кабинета, но как решаются некоторые вопросы, можно наблюдать и отсюда. Комфортная городская среда, федеральная программа. Это благоустраивается парк у нас в Михайловском сельсовете. Один из крупнейших будет у нас в районе. Мы уже 2 года занимаемся благоустройством этой территории. По нашим меркам, по районным, самое грандиозное финансирование. За 2 года мы сюда вложим 50 миллионов федеральных денег и 50 миллионов районных денег. И вы так регулярно следите в режиме онлайн? Постоянно. Завершатся работы уже в сентябре. Благоустройство – одна из главных задач. И неважно, о больших парках идет речь или о маленьких двориках. Кстати, до того, как возглавить администрацию Уфимского района, Николай Ельников трудился заместителем министра ЖКХ. С тех самых пор он хранит гвоздь и дверную ручку. Это сувенир, подаренный благодарными жителями. В 2019 году жители адреса Комсомольская, 21 благоустраивали дворовую территорию по программе «Башкирские дворики», очень излюбленная она у жителей города Уфы, да вообще республики. И один из сложных был дворовых территорий. Очень много было там конфликтных ситуаций с предпринимателями, которые захватили территорию дворовую и не хотели ее отдавать. Вышло все даже на уровень такой чуть ли не федеральных каналов, когда там жители столкнулись с предпринимателями и угрозами, там силовики подключились к этой работе. Но в конечном итоге все-таки получилась достойная территория, благоустроенный дворик, и вот благодарные жители подарили из старого сарая, выдернули эти запчасти, дверь и гвоздь. Ну, как бы забили на проблемы, открыли двор. Очень символично. Да, в шутливой форме. Шутки шутками, но вот кто точно не может забить на проблемы, так это глава. С ними Николай Ельников столкнулся еще в 2023-м, когда только заступил на пост. У нас по нескольким сельсоветам, по большим, самым крупным, Зубово, Чесноковка, Михайловка, Булгакова, был провал по водоснабжению. Вот. Поэтому пришлось практически, да не практически, а в прямом смысле этого слова одевать резиновые сапоги, выходить на наши скважины,
Ешкинский водозабор и регулировать практически в ручном режиме работу буровых установок. То есть новые территории, где можно было забуриться и сделать новые скважины, для того, чтобы увеличить подачу воды. Честно говоря, эту работу мы ведем и до сих пор. Спасибо огромное, конечно, здесь Министерству жилищного и коммунального хозяйства. Неоднократно их буду благодарить, потому что сейчас от Ешкинского водозабора тащат новую трубу. Трубу тащат на КНСком в Булгаково, в Новобулгаково. Нам еще предстоит делать новые водозаборные узлы, которые будут поднимать уровень воды, при всем, что огромная работа уже проведена. Сегодня Уфимский район активно развивается, появляются новые заводы и производства. Возводятся как частные дома, так и целые микрорайоны из многоэтажек. Приятный бонус для жителей – географическое положение и богатая история. Именно здесь во время Великой Отечественной войны формировалась легендарная 112-я башкирская кавалерийская дивизия. Центральной фигурой герба района, кстати, тоже стал скачущий белый конь, как народная память о прошлом и символ устремленности в будущее. С лошадьми Уфимский район ассоциируется еще и благодаря конному двору Жукова, который популярен не только среди жителей, но и гостей республики. Кстати, над развитием туризма в районе усердно работают. Способствует этому ставший уже знаменитым фестиваль русской культуры «В Красном Яре были мы» и активно набирающий обороты «Алтын-Ук». Жители проявили интерес после того, как съездили в Баймак. Есть там соревнования, стрельба из лука, народная стрельба. И с таким же предложением. Вот у нас есть поле рядом, которое не задействовано. Давайте мы там организуем соревнования. Подумали, прописали историю этого мероприятия и провели первое соревнование. Понравилось, причем хорошо организовали, концертную площадку сделали, локации придумали, дополнительные к мероприятию. Просто прийти из лука пострелять, это же неинтересно. А если уже какую-то историю к нему придумываешь, это уже начинает работать. Причем, самое интересное, приглашали академиков, наших историков из академии. И говорят, там тоже есть, если хорошенько покопать, то можно найти древние селища. И говорят, там уже находили наконечники стрел. А самое главное, то, что Владимир Фаридович нас поддержал, и нам этот земельный участок, все, нам его отдают. От темы развития туризма плавно переходим к СВО, ведь, как известно, сегодня для жителей района важны не только масштабные фестивали, но и поддержка. В постоянном режиме мы с ребятами на связи. Мой телефон многие знают. Мы туда, когда приезжаем, с ними же общаемся, обнимаемся, здороваемся. Они рассказывают. Но их больше всего всегда тревожит, как дома. Как они сами, они там прекрасно знают, что у них. Надо, чтобы дома было спокойно, чтобы сельсоветы помогали. Бывают такие ситуации, когда приходят, бывает недопонимание, набирают меня, напишут, что вот двор надо почистить. Некоторым не то, что даже почистить, а во дворе навести порядок, там, урубить какую-то поросль, что образовалось там. Они же там 3 года. За дачным участком, допустим, никто не следил. У жены времени, возможности нету, или мама уже старенькая. Приезжают, помогите. Конечно, помогаем. За разговорами время в дороге прошло незаметно. И вот конечная точка – Булгаково. Здесь нас уже ждали, особенно местные предприниматели. У каждого из них вдоль трассы расположены кафе, магазины и киоски. Казалось бы, удобно. Но вот цвета, вывески – все хаотично. Имеются и другие проблемы. Как сказал глава, здесь есть над чем поработать. Здесь комплекс должен быть в едином стиле сделан. У каждого предприятия, у каждого столовой единый цвет, единое название, цветовая гамма, вся. И самое главное, прилегающая территория. То есть это должна быть пешеходная зона, благоустроенная. И, соответственно, чистить, чтобы убирали, подметали, зимой снег вывозили. А вот вы лично, как предприниматели, когда узнали, что что-то будет меняться, как отреагировали? Что, ой, опять эти перемены или... Подумали, здорово. Не, я подумал, как в смысле с финансовой стороны, сколько это будет стоить. Понимаете, нам самое главное, знаете что? Нам самое главное, чтобы был заезд и выезд. Заезд-выезд же, это на сегодняшний день проблема тоже ваша. Потому что по суду, по решению суда, вы должны его и организовать. Но проект должны согласовать в этом году, и реализовать проект вы за свои деньги. И опять вы сейчас говорите то, что у вас нет денег. Да, денег нет, да. Это большая сумма, поэтому мы проговариваем то, чтобы у нас была возможность этот земельный участок выделить либо в
сельсовету, либо району в собственность для того, чтобы могли ее профинансировать. И тогда вот получится, да, у нас хороший грандиозный проект. Они, да, отремонтируют фасады, мы берем на себя дорогу, примыкание и делаем. Это идеальный вариант, к которому мы стремимся. Николай Павлович, у нас есть такая рубрика «Блиц». Отвечать нужно коротко и, самое главное, искренне. И по делу. И по делу, конечно. Вот скажите, какими качествами, по вашему мнению, должен обладать хороший глава? Дисциплиной, целеустремленность и желание что-то сделать. Желание сделать для этого, для района, для жителей. И служение своему народу, самое главное. Хорошо, второй вопрос. Вот мы уже поняли, что в Уфимском районе точно есть куда съездить и на что посмотреть. Вот какие места являются вашими, не побоюсь этого слова, местами силы? Вы знаете, мне очень нравится русский Эрмаш, старая церковь, да. Мне очень нравится Красный Яр и история с Чапаевым. Вот, знаете, это такая точка притяжения, куда хочется постоянно приезжать. Недавно был в Миловке на озерах, с семьей ловили рыбу. Я даже не знал, что такие места есть. Замечательные березы, красивые пейзажи, отличная рыбалка. Вот, Николай Павлович, мне еще очень интересно. Вы же у нас родились и выросли в Магадане, но уже далеко не первый год живете и работаете в Башкортостане. Вот сегодня можете с уверенностью сказать, что проживаете на своей земле? Я проживаю на своей земле. Это земля Россия, да? Это республика Башкортостан. Да, родился я вообще в Улан-Удэ. Потом, уже в 5 лет, я уже ехал в Магадан. Да? И в 26 лет уехал в Москву. И в Красногорске познакомился с Радием Фаридовичем Хабировым, который, можно мне сказать, научил понимать стандарты Хабирова, как должна быть благоустроена территория. Поэтому мы прекрасно этим занимались в Красногорске и благоустроили огромное количество, порядка 147 дворов. А это уникальные мероприятия были в течение года. Вот, такого больше никто никогда не смог повторить. И то количество парков благоустроили, которые мы за 2 года, в Красногорске больше такого никогда не было. И, соответственно, этот опыт был реализован в Республике Башкортостан. Ну и последний вопрос. Вот что пожелаете жителям района, Башкортостана, и всей России? Сейчас терпение, конечно. Терпение, потому что проектов много. Все равно мы их будем реализовывать. И может не все так быстро, как хотелось бы, но в некоторых вопросах спешить точно не стоит. А вот что действительно необходимо – слушать и слышать жителей района. Будь то известный предприниматель, военный, женщина с ребенком или бабушка, сидящая на скамейке. Только тогда любая земля точно будет своей.